Сегодня мы в гостях замечательной семьи, замечательной во всех смыслах слова. Семья очень креативная, позитивная, ее знают в нашем городе. И хочется узнать, в период самоизоляции, как вот эти веселые, добрые, энергичные люди провели эти 2 месяца в своем небольшом доме, устали ли друг от друга, или наоборот, было время пообщаться, поделать какие-то совместные дела. Расскажите, пожалуйста, что для вас, чем стали для вас вот эти 2 месяца? Давайте сначала представимся. Наша большая семья, семья Салахудиновых. Меня зовут Роберт, дочь Кира, сын Равиль, дочь Зарина, Амира, Катя, Диора, самая маленькая, и моя супруга Алена. Действительно, когда мы узнали, что в России вводится режим самоизоляции, очень трудно к этому все привыкали. Дети поначалу, конечно, ура, школы не будет, учиться не будем. Вот. Но это только поначалу. И потом, когда уже началось дистанционное обучение, мы взялись за голову, потому что это действительно было, во-первых, ново, непонятно, как это все делается. Учителя то же самое, они столкнулись с этим впервые. Задания присылали какие-то сначала непонятные, все вот это формировалось, все вот это склеивалось, все, было очень сложно в этом плане. И в основном у меня супруга занималась этим, работала с Равилем, помогала, значит, Зарине, Кире, вот в подготовке, это чтение, это правописание, там много уроков различных. Было сложно в плане вот съемок, как мы это все учим, и потом это онлайн отправляли учителям. Вот, это один вопрос по поводу учебы. Второй вопрос, конечно, по тому, что дети все сидели дома. Вот Катюша, она приехала с Нижнего Новгорода, она учится там, в высшей школе экономики. И когда им объявили карантин, она приехала домой, положила вот так сумку и сказала: все, я буду жить опять с вами. Вот. Мы, конечно, очень обрадовались, потому что соскучились. Вот. И у нас опять стала полноценная семья, потому что Катя уже 2 года учится в Нижнем. Дети сидели дома. Мы их никуда не выпускали, они не ходили даже гулять, благо у нас есть огород. Вот мы выходили в огород, что-то делали там, топили баню, копались в земле, весенняя уборка в огороде. Вот. Но потом со временем, конечно, это стало капать на нервы, что нет общения, нет выхода, так сказать, в люди, нет выхода в город. Вот. Телевизор, вообще телевизор мы смотрим очень мало, и поэтому нам мы не сидим перед телевизором и не просматриваем передачи, и время этим не убиваем, что, кстати, всем советую. Вот. Выход в магазин, по работе, я так человек деятельный, поэтому я-то часто выезжал, маска, перчатки, выезжаем. Вот. Но сложновато было. Ален, как вот для тебя показались эти дни? Тем более, что супруга ходила у меня в положение. Вот. С одной стороны, это был большой плюс, что к нам никто не приходил. Далось нам, конечно, это очень сложно. Поначалу, да, действительно, это было хорошо. Утром вставать не надо, никто никуда не спешит. Как проснулись, так и утро началось. Но и уроки, это спасибо вот Кате, во-первых, что она у нас хорошо закончила школу, что она у нас умная, что она учится на филолога. Если бы не Катя, я не знаю, как бы мы с Равилем делали уроки. Я помню, там очень много гостей было, и все такие люди, творческие, кто-то там пел. Я в конце очень сильно устала, очень-очень, я уже спать хотела вся. И мне кто-то дал яблоко, и я его ела. И кто-то меня сфотографировал. И сейчас мне так фотография нравится, когда я смотрю, я вспоминаю. Было здорово. Я на самом деле рада, что мне удалось на свадьбе родителей побывать. Русский язык это катастрофа. Я сидела, я просто не понимала, что там от нас хотят, что нужно, как нужно это сделать. Это сначала нужно понять тему, потом ее написать. Я говорю: Катя, я не могу. Катя пришла, все, расписала, написала, показала.
Все, понял? Понял, все хорошо. Английский точно так же. Плюс, кроме того, что у нас еще уроки в общей школе. Нет, подожди. У нас же еще и музыкальная школа. И мы с Равилем еще вдвоем осваивали балалайку. Учительница нам присылает задание. Мы ей скидываем. Она мне говорит, надо делать вот так и вот так. Равиль, замечательно. Я с тобой вместе теперь еще и балалайку осваиваю. В общем, это все было сложно, очень сложно. Кроме этого, у нас еще Кира. Она нынче выпускается из садика. У нас последний год, выпускная группа, подготовительная группа. Там тоже куча заданий. И это тоже мы все делали, сидели. Да, Кира? Да. Сидели, изучали все эти звуки, буквы, рисовали, читали. То есть целый день у нас как начинался с утра. Сначала Равиль садился за уроки, Зарина за свои уроки уходила, и все, целый день ее не видно. Катя садилась на кухне со своими уроками. Так интересно, утром встаешь, а она в 9 утра уже сидит, по-французски там у нее занятие идет. Либо английский, либо старославянский, либо еще там какие-то уроки. Пока завтракаешь, сидишь, думаешь, парля франце. Интересный, да. Я теперь не могу несколько слов по-французски сказать, то есть с пользой прошу. Конечно. Да, а потом уже занимались с мелкими. С Кирой, Амира, конечно же, тоже рядышком обязательно садилась и тоже что-то делала. Да, Кир? Нет. Ну, честно, да, система образования оказалась полностью не готова к дистанционному обучению. Да. И это все вылилось не только, вот, кстати, на нашу семью, и на многих наших знакомых, у многих-многих, кто, конечно, просто был недоволен, и давалось это очень сложно. Благо, что все-таки учителя, многие, за что им большое спасибо, шли на уступки, и все-таки оценки ставили хорошие. Не только, конечно, нам, но и многим, потому что было очень сложно учиться, и двоек ни у кого не было. Все дети разносторонние, занимаются разным, и родителям приятно слышать там что-то вот такое, учиться вместе с ними, да? Получается так, вот каждый выбрал свою стезю, да, что-то там свое любит, и вам, как родителям, наверное, радостно, что все дети разносторонние. Вот немножко расскажите вот о каждом вашем ребенке, кто чем любит заниматься, и как поддерживаете ли вы их начинание, или все-таки подталкиваете в то русло, которое считаете все-таки с вашей точки зрения будет более там, например, востребовано в будущем? Не, ну, конечно, мы поддерживаем начинание детей, смотрим, к чему ребенок проявляет способности, к чему ребенок тянется, конечно же, и поощряем это. Но, тем не менее, взять, если музыкальную школу, конечно же, это была наша настойчивая, так сказать, идея, чтобы дети шли в музыкальную школу обязательно. Вот, например, сначала пошла Катюша. Представляете, она вот в первый класс музыкальной школы ездила с Новых Парад на автобусе одна. 2 года она Да, ездила. в 6 лет. Здесь ее встречала старшая дочь моя, вот, провожала, или там бабуля, потом сажала на автобус и отправляла обратно в Парад. И нам говорили, вы как одного ребенка вечером отпускаете? Ну, а если бы мы тогда ее не отдали в музыкальную школу, потом бы время прошло. И поэтому, конечно, определенный риск был, но тем не менее она закончила музыкальную школу с красным дипломом. Вот, и это ей в жизни сейчас очень пригождается, именно музыкальное образование. Далее потом, значит, у нас Зарина, она у нас художница, мы ее отдали в художественную школу. С Зариной мы тоже пробовали, в принципе. Куда? Музыкалку она да. То есть мы попробовали, пошла. да. На танцы она походила, ей не понравилось. А в художественный кружок уже вот начали с него. Там ей уже понравилось. И плюс еще театральный. Театральный был. кружок, да. Но не смогло у нас оба направления в одно время занятия. Поэтому Ну, то есть в художку, Зарина в художественной школе рисует довольно неплохо. Дальше у нас идет Равиль. Равиль у нас в музыкальной школе по классу балалайки занимается хорошо. Вот. Ну, занимается как хорошо, как занимается мальчик. Вот. То есть по сравнению с девочкой, конечно, мальчик занимается немножко медленнее, немножко его надо где-то и на гаечкой там.
мы сейчас смотрим, конечно, куда у нее больше направлений. Хотим также в музыкальную школу отдать и на танцы. Мам, вот какие танцы мы хотим ее отдать? Она хочет художественную гимнастику пойти попробовать. Просто танцы. Ей пока это интересно. Ну и в музыкальную школу она у нас тоже просится. Что мы думаем? На какой ее инструмент отдать? Да, все дети у нас поют, все Катя вот только не, потому что она в Нижнем не приезжает, так сказать, занимаются в ансамбле «Казачий дозор». Все они практически фланкируют шашкой, абсолютно. Все поют, вот, кто-то профессионально, кто-то полупрофессионально, кто-то только начинает петь, но тем не менее все поют, все выступают. Уже вот все из них были на сцене, абсолютно, вот кроме Диоры маленькой. Вот. И последний концерт 9 мая около дома мы давали. Ну, а Амира у нас, я вот смотрю на нее, думаю, Амир, кем ты будешь, когда вырастешь? Кирой. Депутатом уже не будешь, нет? Кем ты будешь? Амир, кем ты хочешь стать? Застеснялась. Ну, я вот смотрю на нее, ну, думаю, у нас никого нет в спорте, может, в спорт ее Да. отдать. Потому что все-таки у нее все для этого есть, весь такой потенциал. Самая энергичная у нас девочка такая. Даже Саша не может А что сидеть. пророчите для вашей самой юной участницы вашего семейного коллектива? Сегодня 6 число, май. 2 числа у меня появилась еще одна маленькая крошечка. Маленькая заинька, которую я так долго ждала, которую мы все очень ждали, любим. Я поздравляю своего папочку, Аленушку, с этим замечательным событием. Мы все очень вас любим. Прям очень ждем, когда она уже выйдет. Смотрите, какая у меня большая замечательная семья, которой я горжусь, которая красивая, все дети нормальные. Вот уже в 7-й раз я нахожусь на этой площадке, и я думаю, мысли мои не изменились. Я говорю, что советую всем следовать моему примеру. То есть 7-й ребенок — это не страшно, правда. Они все смотрят друг за другом, они следят, они друг друга воспитывают, подают пример. Поэтому 7-й ребенок не страшно. Я думаю, что это хорошее пенсионное вложение, и ваши дети вас в старости, конечно же, и прокормят, будут любить. И думаю, что это счастье, когда вокруг тебя много детей, а потом, когда будет вокруг тебя много внуков, ты будешь сидеть такой в кресле качалки, а тебе вот подносить стакан горячего чая с кусочком чак-чака. Вот. Ну, в принципе, я счастлив. Счастлив дети, счастлив супруга. И будем жить, несмотря ни на какую пандемию, несмотря на никакие экономические проблемы. Как говорится, Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка. Так и есть. Ну, ей, наверное, еще рано. На нее еще ждать и надо, когда она Ну а вот вырастет. когда носила в животе, какие проявления? Отличалась ли от других детей? Как сейчас себя ведет? Может быть, уже что-то видно? Да нет, она, в принципе, такая же, как и все. Нормальная, спокойная. Сейчас мы просто еще не поели, поэтому нервничаем и буяним. А так, в принципе, Вот смотрите, еще такой момент хотела отметить. Все знают, что в многодетных семьях дети самостоятельные. Но вы же, когда говорили про Катю, отпускали ее на автобусе и приучали к самостоятельности, не знали, что будете многодетными? Как вот вы не боялись? Что вами двигало?
Все дети Алены и Роберта удивительно талантливы. Катя окончила с отличием 9 классов средней и музыкальную школу. У нас было такое время, мы жили в Новых Паратах, а хотелось, чтобы ребенок все-таки занимался в музыкальной школе. Пианино, фортепиано, это вот хотелось. Поэтому мы с ней, решили, Катя, пойдешь? Она говорит, да, я хочу. Мы ее сначала месяц возили, все с ней обговорили. Маршрут был изучен вот досконально, вот до метра, до секунды практически. Все равно было. потерялась. Один раз, это не страшно. В самом начале ушла просто мимо остановки. От остановки, вернее, ушла вперед, а не назад. Конечно, тогда никто не предполагал, что нас будет много. Но то, что самостоятельной быть надо, это уж было изначально понятно. Да, это не только в этом проявлялось, во многих вещах. Да. То есть Зарина уже все равно была, я чувствовала ответственность. Да, то есть И мы потом ходили как-то на по работу. нарастающей. Да, самостоятельность Катя, это Зарина. очень сильно мне помогает самостоятельность в ВУЗе, когда я приехала полностью подготовленная к жизни, когда я умею там и готовить, и с деньгами как-то обращаться, а мои ровесники, им очень тяжело было, ужасно. Поэтому за это я, конечно, сильно благодарна, что сразу смогла так себя почувствовать. Ну, Катя уже в 6-7 лет одна оставалась с Зариной, нянчилась. Мы уезжали на работу, приезжали в 11-12 вечера. Там, если соседка иной раз зайдет, посмотрит, как у них дела. То есть все в порядке, это было не раз и не два. То есть с самого детства Катя у нас передавалась по наследству. Катя смотрела за Зариной, потом появился Равиль, Катя уже смотрела за Зариной и Равилем. То есть на Катю была очень большая нагрузка, в то время она была за няньку, это уже 100%. Вот сейчас, в период самоизоляции, когда бок о бок, 24 часа в сутки вы находитесь друг с другом, устаете и как вы находите выход из положения? Потому что я смотрю, у вас же все равно не такой большой дом, где можно там затеряться, и у каждого своя комната, приходится взаимодействовать. Как вы находите общий язык вот каждый день и как отдыхаете друг от друга? Да, у нас, как у большинства многодетных семей в России, небольшой дом, где мы живем все вместе и счастливы. Ну как? Как? Папа, в принципе, не так уж сильно это почувствовал, потому что у папы у нас работа. Несмотря ни на что, он бегал на съемки туда-сюда, где-то чего-то. То есть он утром встал, ушел, прибежал, ушел. Я, в принципе, к этому привычна. Я просидела в декрете. Сколько лет? 6 лет. 6 лет я просидела дома, то есть я уже давно варюсь в этой каше, когда все дети дома, особенно летом. Ну, просто каникулы у нас начались на 2 месяца раньше. Тяжело у нас было Кате, потому что Катя приехала, она жила сама по себе, потому что мне там было тяжело, тишина, а тут дома постоянно фоновый шум. Я к нему привыкла, я как-то уже не замечаю то, что тут кто-то галдит, там кто-то пищит, тут кто-то шумит тоже, кто-то плакать может, где-то чего-то скандалит периодически, это уже нормально. Кате было сложнее Да, всего. я, конечно, я приезжала 2 года, там, на 2-3, максимум 10 дней, даже летом работала. А сейчас первый месяц вообще не понимала, как совмещать все, и работу, и учебу, и с детьми. Но сейчас привыкла, это даже... Я подумала, что это прекрасная возможность, потому что вряд ли Столько столько времени побудешь. побуду дома. Узнала хотя бы, чем дети живут у меня. Да, позанималась с детьми, помогла мне, потому что мне в последние вот эти 2 месяца как раз карантинных и так было состояние такое уже, тяжело ходить последние месяцы беременности. А тут Катя приехала, я могла уже спокойно где-то полежать, потому что знаю, что Катя тут организует уборку, Катя организует там детей на что-то еще, Катя с ними уже поиграет, а я уже могу где-то спокойно отдохнуть или выйти в огород подышать, чего-то там где-то поколупаться маленечко. Ну и, конечно, видеть маму в последний месяц последней беременности тоже это очень-очень хотелось. И рождение. Да, так как приехать бы пришлось. Да. Ну, когда Катя приехала, она сняла такую нагрузку с Зарины, потому что, когда Катя уехала, основная часть детей легла на Заринины плечи, и она заменила Катю, и Зарина сначала долго привыкала к этому, но потом вошла, так сказать, в положение, и
полностью взяла на себя ответственность, когда мы с мамой уезжали, куда-то уходили, и полностью дети оставались на нее, и она ходила и в садик, и забирала и детей. Так что тут у нас все меняется по хронологии, по возрасту. Хотелось бы затронуть и финансовую сторону вашей жизни. Многодетным семьям и так нелегко, а в период самоизоляции, когда работы, скажем так, может быть, какой-то дополнительной работы становится меньше, была ли какая-то помощь от государства, просто помощь от каких-то людей? Как вы строили свою финансовую деятельность вот в этот период? Ну, сложно, если честно, очень сложно, потому что я, как, кроме всего прочего, являюсь еще индивидуальным предпринимателем. Заказов абсолютно не было. То есть мы просели вот эти 2 месяца, а работаю я педагогом дополнительного образования в дополнительном образовании города Волжского, во Дворце творчества. Зарплату нам платили, да, зарплата у меня 20 тысяч. То есть это деньги для нашей семьи никакие. У Алены пособие ей платили, то есть по декретные. Вот и все деньги, которые в принципе у нас были. И поэтому, конечно же, мы экономили, старались себя во всем ограничить, и себя, и детей. Не было никаких там вещей, которые бы мы в обычной жизни, как бы, когда более-менее хоть какая-то копеечка была, покупали. Было ограничение, и действительно это чувствуется и сейчас, и причем чувствуется так хорошо. Вот. Ну, надо уметь как-то экономить, как-то выживать. Ну а помощи ни от кого не было, никто не звонил, никакую помощь не предлагал ни разу. Единственное, вот фракция КПРФ в нашем городе где-то в конце апреля, по-моему, да, привезла сухпайки нам, вот, 7 пакетов. Вот, за это им большое спасибо. И школа. Сейчас да. о школе, да. Ну, а школа, это естественно, это по всей России. Это так как многодетные семьи не питались в школе, нам сколько раз в месяц, да? В 2 недели. В 2 недели? Давали раз в 2 недели за 2 недели. Да, каждую неделю. Да, давали по пакетам. Ну, очень даже было хорошо, в принципе, обеспеченным маслом, сахаром, крупы, что там было, гречка, Подсолнечное масло. гречка, рис, манка. То есть самые такие ходовые нужные продукты. Очень даже это было приятно. Сгущенку дали, да? Конечно. Много ли, да, для счастья для человека надо. Конечно. Ну, вот, кушать хочется каждый день, у вас и вот я достаточно говорю, да. большая семья, растущие организмы, то есть полноценно питаться это просто было необходимо. Да, ну а так, в общем, никто даже, в принципе, не интересовался, как многодетная семья, что никакой вот остальной помощи там от государства, от администрации, конечно, нет. А вообще как люди относятся? Ведь многие говорят, ой, многодетная семья, это значит, все плохо живут, все либо какие-то там спившиеся. Как к вам относятся? Вы многодетная семья, можно сказать, такая активная, известная в нашем городе и с какой-то точки зрения успешная, потому что ни в какой, наверное, такой многодетной семье нет таких сплоченных детей, таких инициативных, таких талантливых. Уже 4-й раз мы участвуем в параде колясок всей семьей. Просто с каждым годом у нас по одному ребенку прибавляется. Вот. Ну а как? В прошлом году ее не было. Вот. Позапрошлом не было у нас, да, Киры. Вот. Ну что заставляет? Конечно, желание участия в общественной жизни города обязательно. Что сидеть дома? Лучше сделать что-нибудь креативное, интересное, и чтобы потом смотрели, что в Волжске происходит. А не мы смотрели, что происходит где-то что. Номером 3. Семья Салахутдиновых, друзья. Громкими аплодисментами. Глава семьи папа Роберт, который сейчас стоит на сцене, друзья. Это папа замечательной этой семьи. Хранительница домашнего очага мама Алена. У Салахутдиновых большая и дружная семья. У них 4 детей. Дочки Екатерина, Зарина и Кира. И, конечно же, сыночек Равиль. В скором времени в семье ожидается прибавление. Как вообще отношение жителей города к вам? Ну, отношение жителей положительное, это очень хорошо, потому что нас знают. И большинство, конечно, людей нас поддерживают. Вот у нас Диора родилась, поздравляют.
друзья, то есть вот очень много друзей привозят вещи. У кого есть дети, да, приезжают, ребят, это вам, многодетность, это счастье, как бы мы ни жили, хорошо или плохо. Если уж совсем плохо, посмотришь на ребенка, когда он улыбается, и становится хорошо.